вот отдельные категории населения Якутии частично или полностью освободят от квартплаты. С 1 июля в республике вырастут тарифы на коммунальные услуги для населения. Рост платежей в среднем составит 2,4%. Денис Тишин узнавал, сколько теперь будут платить якутяне за услуги ЖКХ и кто сможет рассчитывать на субсидии. 207 рублей в месяц. Именно на такую сумму увеличится плата за услуги ЖКХ для семьи из 3 человек, проживающей в благоустроенной газифицированной квартире площадью 63 квадратных метра. При этом тарифы на каждый вид услуг могут изменяться в зависимости от степени благоустройства и набора коммунальных услуг. Наибольший рост тарифов коснется холодного водоснабжения, электроотопления, электроэнергии, а также твердого топлива. Также в Якутии ежегодно утверждаются льготные тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение, которые существенно ниже экономически обоснованных тарифов. Единый размер по всей республике утверждается на тарифы на электроэнергию. Там зависит город, село и газовые плиты или электроплиты. Единые тарифы у нас на газ. Там по направлениям потребления я более подробно потом расскажу. На централизованное отопление, на электроотопление, на горячую воду и водоотведение. А вот на холодную воду у нас тарифы для населения, они разные и отличаются по каждому поставщику. Сумма межтарифной разницы в республике постоянно растет. Если в прошлом году она была около 24 миллиардов рублей, то в этом почти 25 миллиардов. К слову, такой размер средств для снижения тарифов на услуги ЖКХ не предоставляет ни один регион России. Также в Якутии действует адресная поддержка для населения. От квартплаты частично или полностью освободят одиноко и отдельно проживающих неработающих пенсионеров, а также многодетные семьи, имеющие 5 и более детей. Помимо межтарифной разницы для населения, которые получают организации коммунального комплекса, то есть получают все население, да, помимо этого есть еще адресная субсидия для граждан, для которых заплатить квартплату по льготным тарифам тоже составляет затруднение. При этом применяются так называемые стандарты. Основная масса субъектов Российской Федерации применяет стандарты 22% от доходов. Вот максимальный стандарт, да, должен быть. Мы этот стандарт снизили в свое время до 15%. По данным Государственного комитета по ценовой политике Якутии, в республике ежегодно отмечается снижение темпов роста тарифов. Наш регион по-прежнему занимает 2-е место после Приморского края по самому низкому размеру платы за жилищно-коммунальные услуги для населения. Денис Тишин и Григорий Охлопков, Якутск.